Кремль атакует Румынию, а после там собираются брать Рейхстаг. Ну а Трамп намекает на аншлюз и еще одной страны. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. В Европейском Союзе готовят громкий разворот в вопросе военной помощи Украине. Пластик под контролем. В Беларуси можно сесть за неправильное обращение с пластиковыми картами. Москва переворачивает выборы в Румынии. По какому плану теперь они пропихивают своего кандидата? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Европа вооружит Украину вдвое мощнее за те же деньги. И для этого там предложили неожиданный ход. Брюссель может начать закупать оружие не у себя, а прямо у украинских производителей. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса и объяснил, почему это не просто жест, а потенциальный рывок в масштабе поддержки. Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро, значительно увеличив нашу военную поддержку Украины. Сейчас ЕС и США тратят около 40 миллиардов евро в год на военную помощь Украине, но большая часть из этих денег уходит на закупки за границей у западных оборонных концернов. А ведь, как подчеркивает Кубилюс, украинское оружие стоит почти вдвое дешевле, а значит, при тех же затратах Украина может получить вдвое больше оружия. Сделать это собираются через новую систему кредитов безопасности от ЕС, которая позволяет странам напрямую финансировать военные закупки для Киева. Это может стать основой для стратегии мира через силу, которую в Брюсселе все чаще обсуждают как ответ на агрессию Кремля. На Западе уже не верят в Путина и в то, что он способен остановить войну без краха для всей страны. Вашингтон снова призывает Москву прекратить агрессию против Украины и сесть за стол переговоров, но на фоне этого все громче звучит мысль: Путин не может остановить войну без внутреннего политического обвала. Это связано с тем, что Россия до сих пор не достигла своих военных целей. Оборонная промышленность раздута гигантскими инвестициями. Сотни тысяч россиян хорошо зарабатывают на войне. Все это очень усложняет для Путина путь к компромиссу. По данным экономистов Bild, если убрать из расчетов ВПК и оборонный сектор, экономика фактически скатывается в рецессию. Производство продуктов, угля, стройматериалов, металлов, машиностроения – все проседает. То есть пока военные заводы работают в 3 смены, остальная страна постепенно сжимается. Война – это кислород для режима Путина, но и одновременно ловушка. Остановить ее значит подорвать всю конструкцию власти. Поэтому надежды на мирный выход все меньше, а сигналы из Кремля все слабее. Новая цель для аннексии. Следующий пункт в захватнических планах Трампа. Гренландия пока подождет. Президент США намекает на аншлюз Канады, но пока без танков. В интервью NBC News Дональд Трамп заявил, что не рассматривает военный захват Канады, но все может быть. О Гренландии мысль прозвучала куда жестче. Там Трамп не исключил силового варианта. Все это на фоне геополитической напряженности в Арктике. Я думаю, что никогда до этого не дойдем. Это может произойти. Что-то может произойти с Гренландией. Буду честным, нам это нужно для национальной и международной безопасности. Это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Я просто не вижу этого. Должен быть честным с вами. Напомним, еще в первый срок он предлагал купить Гренландию у Дании, и тогда это выглядело как шутка, но теперь звучит с другим подтекстом, особенно в условиях нарастающей геополитической напряженности в Арктике. США ежегодно тратят около $200 миллиардов на Канаду, говорит Трамп, поэтому идея присоединения будет на повестке всегда. Правда, он тут же оговорился, что военный сценарий там пока маловероятен. Хакеры Путина напали на Румынию в день выборов. 4 мая пророссийская хакерская группа атаковала сайты правительства и кандидатов в президенты. Под удар попали ключевые органы власти, включая Конституционный суд, МИД, главную государственную страницу и сайты фаворитов гонки. Но уже в 14:00 по заявлениям властей все ресурсы были приведены в порядок, и опасность в большей степени миновала.
А результаты самих выборов можно назвать реваншем ультраправых сил. Во второй тур президентских выборов вышел Джорджо Симеон, лидер радикальной партии, известный скандальными заявлениями об аннексии части украинских и молдавских территорий. Он набрал почти 41% голосов и уверенно занял первое место. На втором месте либеральный мэр Бухареста Никушор Дан с почти 21%. А вот кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску вылетает, получив только немногим более 20% голосов. После второго тура выборов румынский премьер-министр якобы планирует уйти в отставку. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. И может так случиться, что его место займет тот, кто нечестно победил на первых выборах, по мнению румынского суда Калин Джорджеску. Мои полномочия как президента заключаются в том, чтобы спросить у народа, чего он хочет, уважать Конституцию и волю румынского народа. Есть несколько способов, с помощью которых, если румынский народ захочет, господин Джорджеску может стать лидером, и мы воспользуемся ими. Мы можем сформировать большинство и назначить его премьер-министром. Мы можем провести досрочные выборы или референдум. Во время репетиции парада в Москве по случайному совпадению легла мобильная связь и интернет. Москва внезапно осталась без нормальной связи. Массовые сбои в работе сетей и мобильных операторов поразили столицу во время репетиции парада к Дню Победы. Все зависло одновременно, и жалобы посыпались со всех районов. Не приходят уведомления, не открываются сайты, невозможно дозвониться. Особенно глухо стало в центре Москвы. Именно там шли парадные колонны. Официальная версия от властей – меры по обеспечению безопасности. Проще говоря, интернет и связь отключили, чтобы никто не мешал и не снимал. Если даже репетиция парада требует отключения связи, как думаете, что будет 9 мая и чего боятся настолько, что рубят по живому цифровому пространству мегаполиса? Пишите свои мысли в комментарии обязательно. Страна, которая победила инфляцию. В Швейцарии впервые с 2021 года возможна дефляция. Годовой рост цен в апреле составит 0%, пишет Bloomberg. И это может вернуть страну к политике отрицательных процентных ставок, которой она придерживалась почти 10 лет. Если бы не рост цен на жилье, инфляция могла бы уйти и вовсе в минус, а Национальный банк страны может снизить ключевую ставку с 0,25% до 0 или даже ниже. Экономисты объясняют, на торможение цен повлияло укрепление швейцарского франка, который пошел еще резче вверх на фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа. Валюта усилилась, и импортные товары, включая энергоресурсы, стали дешевле. Такая история не впервые. Ранее такое в разные годы было в Японии и Дании. В ожиданиях экономистов к такому должны были прийти в США, еврозоне, Китае и Турции. В Чите хотят взять Рейхстаг. Для этого его решили сначала построить. Называется такой флешмоб «Имитация стены Рейхстага», и жителям предложат расписаться за деда. Имитацию знаменитой стены Рейхстага, символа советской победы над нацизмом, установят 9 мая в Чите. И, как сообщает Минкульт Забайкалья, в акции под названием «Распишись за деда» могут принять участие только ветераны старше 6 лет. Пластик под контролем. В Беларуси теперь можно сесть и за банковскую карту. С 22 мая банковские карточки станут серьезной зоной ответственности. Нацбанк вносит ключевые изменения. Теперь распространение данных карты может грозить уголовным делом, а сами банки получат больше рычагов контроля. Что можно делать, а что нельзя, подготовили для вас небольшую справку. Все карты только с чипом, никакой магнитки. Это усилит защиту от мошенников. При оплате онлайн многофакторная аутентификация, то есть одной СМС уже не обойтись. Банки обязаны заранее предупреждать клиентов об ограничениях по странам, суммам и операциям. Раньше это было только по желанию. Перед оформлением карты банки будут обязаны официально информировать клиента, что за передачу реквизитов третьим лицам уголовная статья. Ну а еще банки смогут вносить изменения в лимиты и списки стран для использования карт по своему усмотрению. В общем, пользуйтесь, но аккуратно.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.